Образовательные учреждения Зырянки и Верхнеколымска одноименного района, пострадавшие в летнем наводнении прошлого года, смогли вернуться в свои помещения. На днях в родное здание переехал коллектив Зырянской начальной общеобразовательной школы номер 1. Подробнее в материале нашего корреспондента Натальи Ломановой. Ученики Зырянской начальной школы все первое полугодие и 2 недели второго учились не в своем здании. Им был выделен первый этаж в средней школе. В каждом кабинете занимались по 2 класса в первую и вторую смены. Переехать удалось только в середине января. Дело в том, что в здании Зырянской начальной школы еще летом во время наводнения был открыт пункт временного размещения. Ремонт образовательного учреждения начался только в ноябре, после того, как строители справились с ремонтами жилого фонда. За период ремонта строители нам отремонтировали полы, подняли их, утеплили, постелили линолеум. Линолеум весь сертифицированный, противопожарный. Построили новое крыльцо. Сделали все согласно смете, которая была оговорена правительством республики именно по нашему зданию. Переезд в родное здание вернул учебный процесс младших школьников в привычный односменный режим. Впрочем, и после обеда классы не пустуют. По требованиям федерального государственного образовательного стандарта, после обеда у младших школьников проходят занятия вне аудиторной деятельности. Каждому классу по требованию ФГОС определено 10 часов внеаудиторной деятельности, что сейчас в обычном режиме будет претворяться вновь в жизнь в полном объеме, так как в средней школе не хватало помещения и объем внеурочной деятельности был значительно уменьшен. Переезд младших школьников облегчил режим занятий не только для них, но и для учеников средней школы, которые первое полугодие тоже учились в 2 смены. Наталья Ломанова, НВК «Саха», Зырянка.